как мне там объясняли, кричать, и снизу кричал ему Жириновский, а сверху кричал этот Тутака. И это он оттуда снизу грозился и говорил европейцам: вот эти дикари, вот оставайте, берите их себе. То есть там как бы, значит, нас в этом смысле кричать там никак нельзя было. Это было неприемлемо для нас. А это наш кричать. Он не был нашим членом нашей делегации, его никто туда не назначал. Вот только тот человек, который был со мной другой, мы уже несколько месяцев были истощены, и вообще-то в очень тяжелом положении мы находились, и он его переправил куда-то каким-то людям, а сам пошел туда. Тот как раз такой-то со мной был человек, вот депутат наш, он ушел в другое место, а этот место поднял сюда и вот эту провокацию там устроил. И когда он устроил эту провокацию, после этого ситуация как бы к нам поменялась, тогда стоял вопрос, тогда именно стоял вопрос о том, что нужно, значит, решить проблему русско-чеченскую, решить проблему, и из-за этого, значит, на полгода был лишен права голоса, лишен был Кремль тогда. Вот вопрос, этот момент, да, Тутаков и Жириновский вот такой спектакль там устроили. Но дело в том, что я уже, когда был в Женеве в тот период, я там выступил, там говорил по нашим делам, есть на мое выступление, есть, и все это есть у меня, и тогда то везде там показывали. И потом НТВ опубликовала вот это вот ролик, Да. который сейчас там говорится, да, и там говорят, вот что вот этот человек направлен, меня называют, что вот его направили сюда, он здесь находится, и как раз таки я тогда находился в этом, я находился в Тбилиси, там Мгм. по специальной, значит, программе, которую мы обговорили здесь на Западе. Я должен был уже сейчас это не секрет, через Банкийское ущелье пробраться туда к нашим, встретиться с Масхадовым, и там Мгм. решить проблему о том, ну, не проблему, а, значит, чтобы сделал заявление наш президент о том, что нам необходимо решать это, все вопросы решать в рамках международного права, и мы все это сделали. И здесь была готова почва для этого. И когда я приехал туда, меня там, значит, собственно говоря, задержали в этом Тбилиси, и где-то, ну, я не скажу, что сутки, но утром и до самого позднего вечера меня там, как говорится, не пропускали ни туда, ни сюда, и я там должен был остановиться. И тогда, когда меня оттуда выпустили, и как раз этот ролик вышел, в котором они вот показывали это все и говорили, что оказывается, что я летел оттуда в Москву. У меня до сих пор есть все эти документы, в котором видно, что у меня билет был не в Москву, а в Киев, потому что я через Киев туда прилетел, обратно был в Киев, и там были все документы, подтверждающие, что это так. А по НТВ эти показывали, что якобы говорили, что вот у него билет на Москву, то есть хотели из меня сделать как бы агента Кремля. И показывали там вот эту всю схватку, которую, когда спустился этот Жириновский вышел, этот с трибуны, когда спустился, этот Тутаков, и там был там Махачев, дагестанец, депутат. И они там сцепились, и он ударил этого Тутакова, и там раздосадованный такой, ну не знаю, что делать, его за руку держит, там бегают, и там все говорят, что это вот это Идигов, на меня показывают. То есть обо мне говорят. Но это прям по видео, это видно, что это не я. То есть вот такая провокация устраивается со стороны нашего врага и нашего оккупанта, который устраивает. Их не устраивает, если мы держимся тех правил, которые есть в мире, и если есть те линии, которые мы должны соблюдать, и если мы на этой стороне стоим, они хотят нас дискредитировать, обвинить нас во всем. Вот в этом была вот эта вот вся вот история, которая в